Здравствуйте, уважаемые студенты! Я доцент Рузиев Ахмадхон. Сегодня мы с вами изучаем курс «Основания и фундаменты». Как вы знаете, всякое сооружение строится либо на грунте, либо в грунте. То, что строится на грунте или на земле, это называется надземное сооружение. То, что строится в грунте или в земле, это называется подземное сооружение. Что бы мы ни строили, все равно всякое сооружение имеет основания и фундаменты. Курс «Основания и фундаменты» – это строительная дисциплина, которая изучает вопросы проектирования и устройства различных видов оснований и фундаментов в различных инженерно-геологических условиях. Основание – это толща грунтов, которые залегают под фундаментом и воспринимают нагрузку от фундамента или нагрузку от сооружения. Как вы знаете, мы в прошлом семестре изучали курс механики грунтов. И мы с вами знаем, какие вообще существуют виды грунтов, какие их характеристики, какие грунты с точки зрения строительства считаются хорошими грунтами, какие грунты с точки зрения строительства считаются плохими грунтами или слабыми грунтами. Мы эти данные, эти сведения мы с вами уже знаем. Основания и фундаменты – это есть логическое продолжение курса механики грунтов. Потому что знание курса «Основания и фундаменты» базируется именно на знаниях по механике грунтов. Основания и фундаменты – это основная часть любого сооружения. Любое здание или сооружение имеет основание и фундамент. Надежность и устойчивость любого сооружения или любого здания зависит в первую очередь от надежности и устойчивости основания и фундамента. Еще 100 лет или 200 лет тому назад один известный итальянский архитектор сказал так: если ты имеешь возможность во время строительства сэкономить в чем-то, то будь добр, эту экономику не сделай за счет оснований и фундаментов. Ибо каждый сэкономленный рубль за счет оснований и фундаментов может назад потребовать сотни рублей. И эту ошибку ты не можешь еще исправить. Поэтому вот в этом и заключается значение курса «Основания и фундамента». Любое здание и сооружение, если рассматривать любое здание и сооружение, состоит из 3 отдельных элементов: основание, плюс фундамент, плюс само сооружение. Вот эта система, вот в этой системе любой из этих 3 элементов, если будет слабым, то вся система будет слабым. Но в этой системе основное звено – это основание плюс фундамент. Основное звено. Потому что, как мы с вами уже говорили, любое здание и сооружение стоит на основании и на фундаменте. И от прочности, и устойчивости, и надежности вот этой системы основания плюс фундамент зависит надежность и устойчивость всего сооружения, всей этой системы. Мы с вами уже говорили, что основание – это толща грунтов, на котором опирается фундамент, на котором
опирается фундамент. И вся нагрузка от сооружения через фундамент передается на основание. Вот это вот нагрузка от сооружения. То есть от надземного строения. То ли это будет здание, то ли это будет какое-нибудь сооружение, то ли это будет мост, то ли это будет любое другое сооружение. Это нагрузка от этого сооружения. Вот это вот называется фундамент. Вот эта конструкция называется фундамент. А вот то, что грунты, которые лежат под фундаментом, это есть основание. Это есть основание. Таким образом, основание – это есть толща грунтов, толща природных грунтов, на которой опирается фундамент, и этот фундамент всю нагрузку от сооружения передает на основание. Значит, мы с вами уже знаем, что такое основание. Теперь, что такое фундамент? Фундамент – это конструкция, это подземная или подводная конструкция здания, которая воспринимает нагрузку от сооружения и передает основание. Это фундамент. В отличие от основания, фундамент – это строительная конструкция. Его сооружаем мы сами. Если основание – это природные грунты, то фундамент – это конструкция. Мы его сами строим, мы сами задаем по расчету его параметры, мы сами его изготавливаем, строим из различных материалов, из тех материалов, которые бы он удовлетворял требования надежности зданий сооружения. Таким образом, фундамент, получается, что фундамент – это промежуточная конструкция между сооружением и основанием. То есть фундамент стоит между основанием и сооружением. Значит, назначение фундамента – это восприятие нагрузки от сооружения и передачи этой нагрузки на основание. Вот это вот назначение фундамента. Фундамент по своим размерам, по глубине заложения, по виду, по материалу должен быть таким, чтобы мог обеспечить устойчивость возводимого сооружения. Теперь мы с вами уже знаем, что такое основание, что такое фундамент. Мы когда говорили о основании, что основание – это толща природных грунтов, которая воспринимает нагрузку через фундамент от всего сооружения. Существует два вида основания. Бывают основания естественные, бывают основания искусственные. Но само слово «естественное» и «искусственное» говорит о том, что естественное основание – это такое основание, когда грунты используются с их естественными или природными свойствами. То есть, прежде чем возводить фундамент, мы разрабатываем котлован, но с грунтами основания ничего мы делать не будем. Мы их используем в качестве основания с их природными или естественными свойствами. Вот такое основание называется естественное основание.
Мы с вами уже знаем из курса механики грунтов, что не все грунты обладают одинаковыми свойствами. Не все грунты обладают одинаковой несущей способностью. Есть грунты, например, крупнообломочные грунты. Крупнообломочные грунты. Такие грунты очень хорошие грунты с точки зрения основания. Это обычно на таких грунтах строят без каких-либо дополнительных мероприятий, потому что такие грунты обладают большой несущей способностью. Встречаются места или встречаются участки, где грунты из-за плохих физико-механических свойств обладают низкой несущей способностью. Они не могут являться естественным основанием. Тогда мы вынуждены будем на таких грунтах или на таких участках проводить какие-то дополнительные мероприятия, связанные с улучшением физико-механических таких грунтов. Тогда основание будет называться искусственным основанием. Почему? Потому что мы с вами искусственно улучшили строительные свойства этих грунтов или физико-механические свойства этих грунтов. Таким образом, основания делятся на два типа – естественное и искусственное. Когда с грунтами основания ничего не приходится делать, такое основание будет называться естественным основанием, а когда приходится проводить какие-то дополнительные мероприятия по улучшению их свойств, тогда такое основание называется искусственное основание. Теперь природные грунты или земля состоит не всегда из одинаковых грунтов. Поэтому основания бывают однородные основания, бывает неоднородные, то есть слоистые основания. Посмотрим, вот, например, вот до такой глубины основание состоит, например, из насыпи. Это насыпной грунт. Дальше залегают коренные грунты. Например, вот такой, вот видите, вот несколько слоев. Вот первый слой, второй слой, третий слой. И несколько слоев может быть. Слой грунта, на котором опирается фундамент, называется несущий слой. Как вы видите, наш фундамент опирается в первом слое. Опирается в первом слое, и этот первый слой называется несущий слой. То есть слой грунта, который воспринимает непосредственно нагрузку от фундамента или давление фундамента. Но это не означает, что всю нагрузку или все давление от фундамента передается только на первый слой. Нет. Первый слой или несущий слой – это слой, на который непосредственно передается давление фундамента. А затем давление распределяется по глубине. Вот это вот линии давления. Линии давления, то есть линии распределения или границы распределения давлений от сооружения. Таким образом, если слой, на котором опирается подошва фундамента, и этот слой называется несущим слоем, то другие слои, которые залегают под несущим слоем, они называются подстилающие слои. Подстилающие слои.
Но эти подстилающие, например, слой 2, слой 3, это подстилающие слои, но они также воспринимают нагрузку. Начиная от подошвы фундамента, до какой глубины распределяется давление фундамента или учитывается распределение давления, это мы с вами рассмотрим в последующих занятиях. Пока мы с вами ограничимся тем, что давление фундамента или нагрузка от фундамента или давление от здания распределяется до определенной глубины земли. А ниже которой давление грунта или давление здания не учитывается. Но этот вопрос мы с вами рассмотрим в последующих занятиях, когда мы с вами рассмотрим распределение напряжений или расчеты оснований по деформациям, по несущей способности и так далее. Таким образом, мы с вами говорили, что основания бывают двух типов, мы с вами дали уже понятие. И основания бывают однородные, когда основание состоит из одного вида грунта, и основание может быть слоистое, как вот показано вот на рисунке. Теперь вернемся к фундаменту. Фундамент, в отличие от основания, мы с вами сказали, что это конструкция, которую мы с вами строим и сами задаем его параметры. Сами определим вид фундамента, мы сами определим размеры фундамента, и мы сами определим материал, из которого должен возводиться фундамент. Это в наших руках. То есть это конструкция, это искусственная конструкция. Фундаменты, так же как и основания, делятся на два вида, на два типа. Это фундаменты. Первый тип фундамента мелкого заложения. Фундаменты мелкого заложения. И второе – фундаменты глубокого заложения. Фундамента глубокого заложения. Эти два вида фундамента – это не виды фундамента, это типы фундаментов. Они друг от друга принципиально отличаются. Чтобы вам изложить, какое принципиальное отличие этих двух фундаментов, я должен говорить об одном важном параметре фундамента. Смотрим сюда. Вот это вот нижняя поверхность фундамента. Вот она вот нижняя поверхность фундамента. Вот видите? Которая соприкасается с грунтом. Называется подошва. Подошва фундамента. Вот эта вот подошва фундамента – это та поверхность фундамента, которая непосредственно касается на землю или касается на грунт. Теперь вот эта вот поверхность земли. Поверхность земли. Расстояние посмотрите, расстояние от поверхности Земли, расстояние от поверхности Земли до подошвы фундамента называется глубина заложения фундамента. И обозначается буквой D. И обозначается буквой D. И это обозначение, все эти обозначения приняты в соответствии со СНИП основания зданий и сооружений. Теперь смотрим сюда.
фундаменты мелкого заложения, фундаменты глубокого заложения. Возможно, многие из вас считают, что фундамент деления фундаментов на мелкого и на глубокого заложения, как будто это в первую очередь зависит от D. Но это не так. Есть случаи, когда фундамент заглублен на глубину 5-6 метров, но это фундамент мелкого заложения. Но есть случаи, когда фундамент всего имеет высоту или глубину 3-4 метра, но это фундамент глубокого заложения. Тогда в чем тогда главное отличие? Тогда в чем тогда принципиальное отличие этих двух фундаментов? Главное отличие вот в чем. Фундаменты мелкого заложения – это такие фундаменты, которые устраиваются в открытых котлованах. То есть, если для сооружения фундамента необходима предварительная разработка котлована или предварительная разработка траншеи, такой фундамент называется фундамент мелкого заложения. Вот. Для сооружения фундамента мы с вами предварительно разработали траншею или котлован. Но мы все с вами знаем, что после устройства фундамента и производства всех необходимых мероприятий по гидроизоляции фундамента, тогда этот фундамент обязательно будет закрываться. Это все, это мы все с вами знаем. Это уже грунты. Эти грунты называются обратная засыпка. Это вы знаете. Обратная засыпка. Имейте в виду, обратите на что внимание, что мы разработали котлован или траншею, устроили фундамент, а потом его снова как бы закопали. Вот это вот грунт обратной засыпки не будет работать совместно с фундаментом. Здесь передача нагрузки от сооружения производит только через подошву. То есть в фундаменте мелкого заложения, независимо от того, на какой глубине этот фундамент устроен, этот фундамент мелкого заложения воспринимает внешнюю нагрузку от сооружения только через подошву. Поэтому фундаменты мелкого заложения по-другому еще и называются фундаменты, устраиваемые в открытых котлованах. Либо называются фундаменты мелкого заложения, либо называются фундаменты, устраиваемые в открытых котлованах. То есть для сооружения фундамента мелкого заложения обязательно надо разработать или котлован, или траншею. Теперь, что такое фундамент глубокого заложения? Что такое фундамент глубокого заложения? Фундамент глубокого заложения – это такой фундамент, который сооружается такими способами,
Например, одним из основных представителей фундаментов глубокого заложения это свайный фундамент. Во всем, возможно, видели, во всех где-то, наверное, видели, где-то вы слышали, это основной представитель фундамента глубокого заложения, это свайный фундамент. Свайный фундамент. Есть другие представители или другие виды фундаментов глубокого заложения. Эти фундаменты сооружаются такими способами, которые обеспечивают плотное прилегание грунта на поверхность фундамента. Например, вот представьте себе, что вот это вот свая. Вот это вот свая. Мы сваю забиваем в грунт. Забиваем в грунт, и грунт вокруг сваи плотно прилегает на поверхность сваи. Поэтому фундаменты глубокого заложения работают вот таким образом. Вот фундамент глубокого заложения, например, свайный фундамент или другой вид фундамента глубокого заложения. Фундамент глубокого заложения воспринимает нагрузку или передает нагрузку от сооружения, и через подошву, и через боковую поверхность. Здесь R – это сопротивление грунта по подошве фундамента. F – это силы трения, которые возникают между поверхностью грунта, между поверхностью фундамента и грунта, между поверхностью фундамента с грунтом. Почему такого трения в фундаментах мелкого заложения не наблюдается? Мы с вами уже говорили, что фундамент мелкого заложения строится в открытом котловане, а потом мы его закопаем или заполняем как обратную засыпку. Поэтому здесь поверхность фундамента не работает. Значит, таким образом, фундаменты мелкого заложения воспринимают нагрузку, внешнюю нагрузку, только через подошву, а фундамент глубокого заложения воспринимает нагрузку и через подошву, и через боковую поверхность. Вот это главное принципиальное отличие фундамента мелкого заложения от фундамента глубокого заложения. Или фундамента глубокого заложения от фундамента мелкого заложения. Это принципиальное отличие. Теперь несколько слов, еще несколько минут, несколько слов о других параметрах фундамента. Мы с вами уже говорили, что это основание, это толща грунтов, это фундамент, это конструкция. Раз нижняя поверхность фундамента называется подошва фундамента, расстояние от поверхности земли до подошвы фундамента называется глубина заложения фундамента. Все эти параметры, естественно, уточняются, определяются расчетами. Мы эти расчеты, эти уточнения рассмотрим с вами в последующих занятиях. Смотрите, вот в данном фундаменте имеются переходы. Вот это вот нижняя часть фундамента. Нижняя часть фундамента обычно называется подушка. И верхняя часть фундамента в виде, если это, например, ленточный фундамент, то в виде стены. Здесь есть переход, есть уширение. Вот эти вот места уширения называются обрезами фундамента. Обрез.
Не обязательно, чтобы все фундаменты имели обрезы. Не обязательно. Есть много случаев. Каждый из вас, наверное, видели в своих по месту жительства, что, например, обычно устраивается траншея, и эту траншею без никакой опалубки вы заполняете бетоном, получается фундамент. Вот тогда фундамент имеет вот такой вид. В данном фундаменте, данный фундамент не имеет уширения, не имеет обрезов. Но эти обрезы, когда они проявляются, в каких случаях? Когда по расчету получается, что размеры подошвы фундамента большие, тогда не обязательно этот большой размер доводить до поверхности, верхнюю часть фундамента делают уменьшенной. Поэтому тогда появляются вот такие обрезы. Вот верхняя плоскость фундамента, на которой ставится надземная конструкция, например, стена, это называется верхний обрез фундамента. Верхний обрез фундамента. Где заканчивается фундамент, начинается, например, стена, это называется верхний обрез фундамента. Но вы из других курсов, например, из курса железобетонной конструкции, из других курсов, вы знаете, как соединяется или как нужно возводить стену на верхний обрез фундамента. Эти вопросы вы знаете из курса железобетонной конструкции, эти вопросы вы знаете из курса технологии строительного производства и так далее. Но в целом, фундамент, нельзя говорить, что фундамент – это элемент только курса основания фундамента. Нет. Вы вопросами расчета фундаментов хорошо знакомы из курса, например, железобетонной конструкции или других видов конструкции. Теперь в чем заключается граница, на котором мы обращаем внимание в курсе основания фундамента и в других дисциплинах? Мы в курсе основания фундамента определяем глубину заложения фундамента. Это наш вопрос курса основания фундамента. И в нашем курсе основания фундамента мы имеем дело с расчетом размера подошвы фундамента. Какой ширины должна обладать подошва фундамента. А расчет самого фундамента как конструкции, или, как говорится, расчет тела фундамента, это уже вопросы курса конструкции, например, железобетонной конструкции, если фундамент из железобетона. Вот, дорогие товарищи, вот это вот первая наша лекция. Это мы с вами в конечном итоге мы с вами сегодня на первой лекции дали ответ на какие вопросы? Что изучает курс основания фундамента? Мы с вами уже говорили, что основание фундамента изучает вопросы расчета, проектирования и устройства различных видов оснований и фундаментов в различных инженерно-геологических условиях. Далее ответ на вопрос, что такое основание. Основание – это толща природных грунтов, залегающих под зданием или под фундаментом, которая воспринимает нагрузку от всего сооружения через фундамент. Какие виды оснований мы знаем? Мы с вами уже говорили, что основания бывают в основном двух типов – естественные и искусственные. Кроме того, основание может быть однородное, когда основание состоит из одного вида грунта. Основание может быть слоистое, когда основание состоит из нескольких слоев. Мы с вами уже знаем, что такое фундамент. Оказывается, фундамент – это строительная конструкция.
Это, которое обычно в большинстве случаев находится под землей или под водой. Это в каких случаях под водой? Например, когда мы строим мосты или другие сооружения воды, тогда фундамент там уже будет находиться под водой. Какие типы фундаментов мы с вами знаем? Мы с вами уже говорили, что фундаменты в основном два типа. Мелкого заложения, глубокого заложения. И в конце концов, мы с вами уже знаем, что такое глубина заложения фундамента. Это мы с вами уже говорили, что это расстояние от поверхности земли до подошвы фундамента. И в конце концов, мы с вами уже знаем, в чем принципиальное отличие фундамента мелкого заложения и фундамента глубокого заложения, и как они передают нагрузку внешнюю на грунт. Фундамент мелкого заложения передает нагрузку на грунт только через подошву, а фундамент глубокого заложения передает нагрузку на грунт или на основание и через подошву, и через фундамент. То есть на эти 10 вопросов вы уже имеете ответ. Вы эти 10 вопросов уже знаете. Если у кого есть какие-то вопросы, пожалуйста, на этом первая лекция завершена. Спасибо за внимание.